Всем привет из солнечного Крыма. Ялта Интурист на связи. 15 февраля, плюс 10. Массандровский парк. Поплавал в бассейне, попил кофейка. И теперь идем обедать на пляж, ресторан «Чайка». Туристы есть, приезжают в гостиницу, заселяются. Кто выезжает, кто приезжает. Так что тряпки какие-то под ногами валяются. Идем вниз на пляж. Сегодня плюс 10, а завтра 0. И завтра снег передают. И на этой неделе похолодание опять. Не опять, а снова. Холодина, капец, блин. Заморила. Холодина это. Конец февраля, что-то холодно все и холодно. Март, наверное, тоже будет такой себе холодный. А может и нет. Может, как потеплеет. И все. Посмотрим. Да. Продукты. Идем в ту сторону. Машина стоянки, как обычно, полно. Ну, тут и половина, наверное, персонал на машинах приезжают. Наверное, и горничные на машинах ездят. Так что как-то так. Да, машин много. Сейчас он до туда дойдем. Перейдем там на ту сторону. Овалы, мавалы. Ветер еще, блин. С ветром никак не плюс 10. А около плюс 5. На мопеде замерзли, бедные. Да, на мопеде, на мотоцикле холодно. Одеваться надо тепло, тепло. Ступеньки вверх, но доступ закрыт. Все, сейчас перейдем здесь. Уборка идет. Подметают, выгребают, чистят. Молодцы, да, чтобы было чисто. Так, там едут. Да, вот тут стоять. Смотреть, чтобы никого не было. Все, пошлите на море. Сегодня хоть попаду в Чайку. А то приехал в понедельник, а она закрытая. Приехал, а там закрыто. И пришлось идти без обеда до Ялты. Ох, что-то тут дерево. Ветка наклонилась. Хотя вроде нет. Так что да, вот такая погодка у нас сегодня на море. Ветер с моря. Ветер с моря дует.
Там по России передают в разных регионах. Тропинка вон туда. Можно пройти, посмотреть, что тут за тропинка, куда она ведет. А она куда-то идет туда, туда, дальше, дальше. Вот такой вид. А вон туда наверх, наверх. Сегодня у нас выходной, суббота. Не знаю, может даже столика возле окна не будет. Надо было позвонить, забронировать. А я что-то думаю, приеду так. Ну, не будет возле окна столика. Сяду где-нибудь дальше. Так уж и быть. А то там подавай возле окна с видом шикарным. Да. Самая популярная, наверное, гостиница в районе Ялты, самой Ялты. Ялта Интурист. Ну, парочку еще есть, да, но вот самая такая, это да, Ялта Интурист. Она не такая, как бы, дорогая, как там остальные. В межсезонье там по 6, по 7, по 8 тысяч есть номера. Ну и за 5 там вроде с копейками, вроде бы в такие дни обычные. Но так в основном, да, 4 звезды, если гостиница с бассейном, там со всякими там ресторанами, детскими площадками. 4 звезды, да, вот где-то примерно в межсезонье цены 8, 10, 12. Вот так вот цены. А, а туда дальше, летом, там, конечно, уже цены. Там, там цены уже будут и по 20, и по 25, и по 35. Красиво, красиво. Так что как-то вот так вот. Тут все закрыто. Да, тем более с таким бассейном, как бы, но они вот берут за счет того, что у них много очень номеров. Что-то больше, по-моему, 1000, что ли. Или что-то около 1000 на номеров. Поэтому такие более-менее еще цены. Так, с таким, конечно, бассейном цены должны быть, наверное, от 12. 12, 14, 15. Как в этом я был в Красной Поляне. Гарант отель Поляна, не помню, 4 или 5 звезды. И там тоже у них бассейн такой олимпийский, 50 метров, по-моему, 7 или 8 дорожек. Ну такой шикарный, да. Вот у них там цены в межсезонье что-то там от 12. За 7, за 8 тысяч нету вообще никаких номеров. А в сезон зимой там вообще у них цены вообще там 30, 35, 40, 50 там. Чайка на пляже. Так, куда идем? Мы обычно идем вот сюда. Кактусики растут. Пляж закрыт, да? Да.
Пляж закрыт. Красивые сегодня, да. Облака. Океанариум 100 метров. Ну что, рыбаки? Где-то рыбаки, собственно говоря. Рыбаков не видно. Красота, ляпота. А тут что? Тут столиков он свободных полно. Но это не такое популярное место, как Чайка на пляже. А море, штормит, а море, штормит. Так, ну что, идем на обед. Идем мы на обед. Сидят люди чебуречные. Чебуреки, шашлыки. Чебуреки, шашлыки. Так, ну что, будет включение попозже. Включение из ресторана «Чайка» на пляже. Вот. В общем, пообедали. И теперь вот такая красота. Небо такое красивое. Пообедали и движемся теперь на Ялту. Хлебушек пекут девчата. Работают. Здесь какой-то цех, но он не работает. Красивенький закатик. Ох уж эти закатики. Красивые. Ялтинские. Ялтинские закатики. Красота, ляпота. Вот такая вот. Да, красотища. Красота, ляпота. Ляпота, красота. Да, шикарно, шикарно. Ничего не скажешь. Просто один восторг. Да, красотища. Галечка лежит вдоль. И пошла дорожка вон туда. Дальше. А нам вот сюда. А нам сюда подниматься вверх. Да, красивый сегодня. Облачка. Сегодня плюс 10. Плюс, может, сейчас уже 9. А завтра будет 0. 0 плюс 2, что-то вот такое. Сюда можно и машиной приехать, спуститься, прям поставить здесь. И пойти в ресторанчик. Обедать там, ужинать. Мне даже подвезло. Место было прям
возле окна с видом на море. Так что я выпал шикарно так. Поел борща вкусного. Салат с осьминогом. Такой именно теплый салат с осьминогом. Кусочки такие прям крупные осьминога. Помидорки, там всякая зелень. Картошечка. Такой салат сытный. Подъемчик, подъемчик. Поднялись на подъемчик. А тут сколько градусов не показывают. Показывают только 60 свободных мест. Летом интересно, как тут. Не знаю. Летом я здесь вообще не бываю. Летом я в Феодосии обитаю. А вне сезона я обитаю в Ялте. Либо в Сочи. Ну, вот я был, да, и в Сочи уже много раз. В Ялте еще больше раз. Как бы лучше всего, конечно, ну, как не то, что прям лучше всего. Ну, как-то, наверное, просто по душе Крым роднее. Вот. Как бы, да, в Ялте как-то роднее, что ли. Поэтому лучше. Не, мне просто нравится Ялта из-за того, что здесь все пышное, зеленое. Зимой, осенью, весной. Вот. Есть где погулять, походить. Горы, парки, эти дворцы там. Все это. Поселочки там разные. Типа как у Хоблока какие, офигеть. Вот это да. Вот. В Сочи, конечно, большой плюс это то, что там есть горнолыжный курорт. Если б его не было, даже и речи не шло б, что там Сочи лучше. Тем более сейчас дороги у нас везде новые. В городах по трассам Таврида это только одна чего стоит. Вот. Как бы да, если б горнолыжного курорта в Сочи не было, то Ялта, ну, как бы 100% лучше. Потому что горы здесь есть. Рядом, вот они. Там это не надо 40 километров ехать. Вот. Не, ну тут понятно, тут горы есть разные в районе Ялты. Если куда-то дальше, то, конечно, надо там вот в сторону Фароса ехать. 40 километров, да. Но я имею в виду, что большая часть гор, вот они здесь, район Ялты, Массандра. А так, как бы, Ялта вообще ничем не хуже, чем Сочи. Вообще. Сейчас такой вот вид. Вот такой вот вид. О, шикарнейший. Офигеть. Аккуратненько назад. Камеру назад. Вот. Вообще ничем. Рестораны, кафе вдоль моря, там все это, да. Пожалуйста. Что еще надо? Набережный, пожалуйста.
Ялтинская набережная точно такая же, как и в Сочи. Ну, в Адлере, да, в Адлере, конечно, вот это у них Имертинская набережная. Там, конечно, да, офигенно. Она очень длинная, плюс велосипедная дорожка. Конечно, там, да, Адлер спасает. А так вообще ничем не хуже, не лучше. О, сколько идет туристов. В гостиницу все идут. В Ялту интурист. Все идут в гостиницу в Ялту интурист. С набережной. Наверное, люди идут. Однозначно. Тут какие-то были эти. Так, машина. Оп, разминулись. Так что да, как-то так. Сочи, да, горнолыжка. И плюс Адлер же этот Сириус. Конечно, да. В этом плане, конечно, в Сочи поинтереснее в плане, ну, где потусить, погулять, там все это. Так что как-то так вот. Ну ничего, может, у нас тоже на Айпетре запустят горнолыжку. Вроде как сейчас Сбербанк забрал канатную дорогу. Там сейчас идет реконструкция, что-то там обновляется. Может, все-таки построят хоть какую-то горнолыжку. Как бы высота позволяет 1200 в Красной Поляне. Вот на 960 метров, которая горнолыжка. Пожалуйста, там и отели, и канатная дорога, и там катаются все. Понятно, что да, выше у нас нету, но 1200 это вообще нормальная такая высота для горнолыжки. 2 месяца, 3, как бы снег как бы есть. Ну, хотя, мне кажется, на Петре снег не 3 месяца прям лежит. Ну, еще смотря какая вот зима, да. Смотря какая зима. С осадками, без, снег есть, нету. Все зависит, какая вот зима, да. А так, конечно, да, надо строить на Петре горнолыжку, пару отельчиков там. И все, и будет вообще офигенно. Надо. Небо такое красивенное. Красота, ляпота. Надо строить, однозначно надо. Проходим этот парк-отель. Как он там называется? Забыл уже. Парк-отель. Актер, актерчик. Жалко, что сейчас Массандра закрыта. Так можно было бы сейчас спуститься, попить кофейка там. А сейчас приходится идти
на набережную. Так, машина едет. Допустим. О, еще машина едет. Этот тут разложился со своими причиндалами. Ну, работы идут. Там он что-то кипит. Работа. Вроде как говорят, что новый теперь там хозяин. И ему выделили деньги на реконструкцию. Или ему, или он сам за свой счет. Непонятно. Но говорят, да, что новый хозяин набережной. То долгое же время был один, а сейчас вот другой уже стал. Кто-то перехватил инициативу в свои руки. Посмотрим. Вроде там с 1 марта или с 1 апреля должны открыть набережную. Посмотрим. Люди гуляют туда-сюда. Гостишка. На той стороне видовые номера. Посмотрим. Красота тоже. А мода. Сейчас столько этих китайских новых машин появилось. Есть даже такие названия, которые и не знаешь даже. Моды всякие. Мода. Range Rover. Вот тут, друзья, в этой гостинице останавливались. В октябре по 2500 было. Или по 2, я уже не помню. По-моему, по 2500. Двухместные с удобствами. С самокатом. Шуруй домой. Сдам свое жилье на первой линии прям. Тоже он куда-то. Квартира. Да, вид, конечно, так с улицы может быть и такой себе. Вот домик, да? Вот он. Такой вот домик. Гостиница. Все сдается, да. Люди даже если снимают жилье, чтобы сдать свою квартиру. И, естественно, сдают. Там вот, сидит этот ворон, сел на балкон, смотрит. Вот. А куда вот это? Дорога куда-то тоже он. И сдают, да, так, чтобы свою еще аренду отбить. Снимаешь где, чтоб и заработать чуток, и чтоб еще свою аренду, ну не всю там может сумму, но частично отбить. Все сдается, да. Всякие домики, апартаменты, квартиры. Все на свете. Вон куда-то дорога пошла вверх. Да. Вот тут что-то даже
запечатано. Что-то тут с этой стороны все запечатано. Сейчас нам будет переходить танцы, обнимамцы, детские танцульки. Так что как-то так вот. Что-то я думал сегодня холодно, сегодня никак не холодно. Открыто заходите. Куда ж заходить, если закрыто? Да, сегодня тепло относительно. Вчера холодина была. Сюда мяч закатился. Все. Опять мяч закатится под машину. Все, пацаны, не достанете вы мяч. Да. Идем кофеек пить на набережной. А, кстати, это поплавал в бассейне такой, пришел кофе пить, заказал кофе, сижу, жду, смотрю, 5 минут нету, 10 минут, такой, а что такое, девочки, тема типа кофе? Они такие, ой, извините, забыли, мол. Я говорю, ну спасибо за вкусный кофе. Они, извините, сейчас мы быстренько сделаем. Ну и, короче, раз и уже сделали. Так что пришлось ждать кофе. А еще плюс пронесли. Вот сейчас есть фишка такая. Делают кофе не горячее. Такой еле-еле горячее. Можно сказать, теплое. А что теплое кофе? Это летом можно выпить теплое кофе. А как бы зимой, наоборот, хочется горяченького. Ну и, короче, да, такой кофе выпил. Теплый, можно сказать. Ну ладно. Сейчас он на набережной. Попьем. Вот спуск на Массандру. Ну там закрыто однозначно. Можно так чисто спуститься. Кстати, хочу посмотреть, что там написано у них. Какого числа. Открытие. Сейчас посмотрим. Какого там числа они написали. Что-то мне думалось, что 1 марта. Ну, сейчас посмотрим, да. Какого числа. Сейчас поглядим. Какого числа там люди с той стороны по пляжу идут. 1 апреля. Изменили было 02. 1.04. В апреле. Открытие, в общем. Ну ладно. В апреле так. В апреле. Подумаешь, мы подождем. Да, так, конечно, когда вот 2 набережные есть. Классно. Там гуляешь, здесь гуляешь, там кофе пьешь, здесь кофе пьешь.
Это типа как в Алуште. В Алуште тоже две набережные. Одна центральная, а вторая, которая это... Как, как она называется там? А вторая, которая это... как там ее, блин? Как она, блин? Название ее. Забыл, блин. Профессорский уголок. Вот. Профессор, да. Что тут у нас? Водичка. Водичка чистая. Гуси, ресторан Гуси. Кстати, ресторан Гуси открылся в Сочи. Недавно видел рекламу. Написано было: легендарный ресторан Гуси открылись в Сочи. Так, ну что, идем на набережную нашу. Экскурсии. Экскурсии. Фух. Да, сегодня тепло. Плюс 9, это не плюс 5 даже. Не плюс 3 вчера было. Плюс вечером плюс 3. Ну да. А сейчас плюс 9. Нормально, да? А завтра опять плюс 2, 0. Потом минус там даже. Зима, зима, зима. Такой злой. На пацана гавкает. Я думал, на кого он гавкает, а он то, что пацан спит, он гавкает. Злой какой, ты смотри. Сейчас спустимся. Так, это товарищ. Какой-то там магазин детский, да? Ну да, детский магазин. А тут кафе раньше было. В позапрошлом году работали. Что-то оно в этом году не работает. Тут еще, не помню, мангал стоял. Значит, кто-то закрылись, так уже получается сколько? Второй год не работают. Странно. Бристоль центр. Очень странно. Кафе закрылось и все. Так, главное, не продают. Не, ну может и продают, но как бы в смысле, что никто и не берет. Наверное, цена там космическая. Фу.
Да, жарко, блин. Ну, в такую погоду, конечно, людей по-любому будет больше, чем когда +2 было. Ну и плюс сегодня выходной еще, да. Сейчас посмотрим. Ну, кстати, ветер. Ага, ветер. Ну, все равно нормально. +9 и +2. С ветром, конечно, есть разница. Такой жирненький такой пошел. Жирненький хлопчик. Юпа, юпа. Юпа, юпа. Опа. Ну что, KFC. Раньше KFC, да. Макдональдс, KFC было. А сейчас UFC. Есть еще UFC у Семеновны. Кроссовки. Продает Семеновна. Раньше тоже, да, Макдональдс был здесь. Переименовали, сделали по-своему. Елку убрали. Когда? Позавчера, да, или позапозавчера. А вот ласточкино гнездо все-таки оставили. Я вот думал, оставят его или нет. Все-таки оставили, да, ласточку. Не, ну да, прикольно, когда есть всякие инсталляции, какие-то исторические, вот, да, вот, сделали под ласточкино гнездо. Так, а ну что там у нас сзади? Ох, туча сзади. Капец. Да. Новый год, Новый год. Уже Новый год закончился, все. Теперь 14 февраля закончилось. Теперь 23. И потом 8 марта. И все. И потом еще, конечно, майские. Что-то ловят. Ловится. Интересно. Новый год, Новый год, Новый год. Но 2 лодочки добавилось. Может, где-то были на ремонте. Ну, конечно, не такие старые уже, блин. Не знаю, по сколько им лет, но старые. Так, надо чуть-чуть застегнуться. Ветрено. Уточки плавают. Уточки. Каким, блин, не холодно этим уточкам. Гуляют люди, гуляют, да, прохаживаются. Кто куда, кто туда, кто сюда, кто с откуда, кто с дому, кто с работы, да, там, после работы отработали, раз, пошли, прошлись и ой, кто вообще, черт знает, откуда идет музыкант, готовится. Ты смотри, какой ветер здесь. Ты смотри, паршивец. Что-то ремонтирует.
холодно. Ага. Еще что-то делать там. Завтра осадки. Снег с дождем. Смотрим, сколько там запись уже. 33 минуты. 33 минуты. Смотри, какой ветер, падла. То ли с гор, то ли с моря. Непонятно. Откуда ты дуешь, паршивец? Ой. Фу. Вспомню. Новый год. Ночь с 31 на 1. Сколько же здесь людей было? Это просто трэш какой-то. Во-первых, местные все. Во-вторых, туристы. Во-вторых, местные. То есть с поселков там приехали, разных там, с разных районов там в целом по Крыму. Просто людей было очень много. Если взять тот Новый год, то людей столько не было вообще. Как в этом году. Ты что вообще? Жесть. А волны нету, кстати. Нету, да. Море так колыхается, но чтоб прям волна. Нету. Волны нету, да. Просто колыхается. Все ржавое. А тут его и даже и красить бессмысленно. Зимой постоянно. Ну, может быть, конечно, летом, да. А сейчас как бы зачем зимой постоянно шторма? Работают ребятки, повара. Повара трудятся, готовят вкусную еду. Не, здесь место такое, да, неплохое. Вкусно готовят. Молодцы. Вкусно готовят. Так что вот такое море сегодня. Чуть-чуть волнуется. Совсем чуть-чуть. Сейчас фонари уже включатся. Кстати, что-то не пойму с камерой. Что-то это, когда свет включается, или какой-то... Так, хотя я разные режимы выставлял. И от столбов этих свет прям такие эти полосы. Сейчас вот посмотрим. Кстати, сейчас свет должны включить. Посмотрим сейчас, как оно. Такие как отблики. Вот такая прогулка вечерняя по Ялте 15 февраля. Зима не хочет еще заканчиваться. Следующая неделя холодная вся. Зато декабрь был теплый, январь был теплый. Было и плюс 15, плюс 12 частенько. Так что вот так вот.
О, музыкант уже на месте поет. Фото, фото, фото на память. О, сейчас фонарет включают. Сейчас посмотрим. Свет. Сейчас посмотрим. Ну вот сейчас нормально. Сейчас. Я не пойму. Ну сейчас еще, да. Пускай еще чуток включится. Ярче. Ярче. Пускай. Вон какие тучи. Капец, да? Ха, шикарно, шикарно. Сейчас здесь хоть можно спокойно ходить. Когда шторм был, все, сюда никто даже не ходил, все в обход. Все ходили в обход. Ялта написано там на инсталляции. И на мэрии уже написано Ялта, город счастья. Тут было Новый год, все. Уже, март скоро, а у них все. Новый год. Раньше и поставили елки. Уже 5 декабря уже стояли. Что ли 5 или 6, что-то такое. Стояли елки. Нормально тогда. Раньше ставили там 20-х числах. Ну там 20, 22 уже поставили. А сейчас он уже в начале декабря уже ставят. Хотят, чтобы люди радовались уже новогоднему настроению заранее, прям за недели 3 как. Ну и продлевают, да, настроение. Раньше снимали в конце января уже все. А сейчас он в середине февраля.